Мы говорим о ситуации в Ингушетии, которая продолжается с ноября, если мне память не изменяет, прошлого года. Не один я, наверное, буду высказывать свою точку зрения по этому поводу, но я хочу сказать об этом как президент Международной коллегии адвокатов, ну, точнее, как адвокат. Я, наверное, скажу банальность, но, к сожалению, Конституция, которая является основным законом нашей страны, попирается, особенно вот сейчас в Ингушетии. Ведь что там произошло? Люди, которые являются источником власти в нашей стране, если мы прочтем 2 статью Конституции, то там так прямо и написано, что источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. И во 2 части этой статьи написано также, что народ осуществляет свою власть непосредственно. Высшим проявлением непосредственной власти народа является референдум, но есть и не высшие, а в том числе право народа выйти и заявить свои требования власти. И об этом говорит еще одна статья Конституции, 31, где написано, что народ Российской Федерации имеет право мирно, без оружия, проводить митинги, шествия и демонстрации. Что послужило причиной выхода на улицы Магаса и Назрани людей, проживающих в Ингушетии? Поводом послужил договор, заключенный между руководителями 2 субъектов Федерации, именно Чечни и Ингушетии, по поводу территориального передела границ. С народом не посоветовались, а ничто другое так не представляет такой интерес для народа, как границы его собственного государства, территория его республики. И когда это произошло, народ возмущен, я, насколько помню, требовал проведения референдума, там звучали, по крайней мере, эти слова. То есть просили посоветоваться с народом. Этого не произошло. С народом не посоветовались, там были разные юридические тонкости, были заседания Конституционного суда, потом Конституционного суда России, который к этому, в общем, никакого отношения не имеет. Но так или иначе власть продолжала гнуть свою линию. Но и народ продолжал отстаивать свои интересы. И вот то, что случилось уже 3 месяца назад, когда митинг вначале разрешенный и прекращенный фактически в рамках разрешения, но народ продолжал оставаться, не митингуя, не используя средства усиления звука, без всяких плакатов, продолжал оставаться и обсуждать болезненную для него тему, был жестко выдавлен с площади в Магасе. Сейчас 33 человека обвиняются, в том числе и в посягательстве на жизнь и здоровье сотрудников правоохранительных органов. Дескать, они устроили там массовые беспорядки. Ничего подобного не было, насколько мне известно. Выдавливать их стали силовики. А люди мужественно отстаивали свои права. Возможно, там были какие-то люди-провокаторы, которые сделали несколько действий, которые позволили возбудить дела, но если 33 человека сумели нанести какие-то повреждения 2 силовикам, то спрашивается, кто же конкретно, они что, все 33 избивали этих 2 человек? Мой коллега Вадим Владимирович Клювгин, который недавно подключился к защите этих людей, а он профессионал с большой буквы, я абсолютно убежден, что ему можно верить, заявил в своих интервью, в частности Фонтанке в нашем городе, что никаких доказательств вины того или иного задержанного по подозрению в совершении этих действий нет. Я склонен ему верить, и на таком основании
При отсутствии доказательств содержать людей под стражей нет никаких оснований. Я уж не говорю о том, что вообще не было оснований для разгона этого мероприятия. Это грубейшее нарушение нескольких статей Конституции. Я хочу сказать, что сегодня сила на стороне власти. Сегодня очень трудно остановить вот то, что происходит в Ингушетии и в других местах России, в том же Шиэсе в Архангельской области. Но память останется. И об этих людях, у их детей, внуков, у современников останутся только хорошие воспоминания, ими будут гордиться, этими людьми. А вот о тех, кто сегодня стоит на стороне власти, кто защищает ее всеми способами, забывая, что власть вообще должна быть на службе у народа, а не наоборот. О них либо не останется никаких воспоминаний, либо останутся самые плохие воспоминания. Я очень надеюсь, что наступит момент, когда люди, нарушившие закон с той стороны, предстанут перед судом.